То, что глобальный экономический кризис не обойдет стороной Абхазию, и власти и жители страны знали изначально. Но о каких масштабах идет речь, никто прогнозировать не брался. Вице-премьер-министр финансов Владимир Делба констатирует значительное снижение внешнеторгового оборота. Больше всего сказалось отсутствие своевременного начала турсезона. В этой связи вся бюджетная система наблюдает значительные колебания по уровню доходной базы. По нашим оценкам, достаточно скорректированным уже с учетом прошедшего времени, мы прогнозируем общее снижение валового внутреннего продукта более чем на 10%. Ну и, наверное, самое важное – это производная от уровня вала внутреннего продукта, это возможное снижение объемов собственных доходов государственного бюджета, которые могут достигнуть 2 миллиардов рублей. За прошедшие 5 месяцев, с января по май месяц, если относить все поступления в бюджетную систему к аналогичному периоду прошлого года, бюджет не получил всего 37 миллионов рублей. И в таких условиях это оценивалось как успешное. Но я вам хочу сказать следующее, что за 17 дней, по сегодняшний день, за 17 дней июня, такой разрыв нарастился еще на 75 миллионов рублей. То есть это несопоставимый уровень потерь доходов, если в течение 5 месяцев он всего на 37 не достиг, то только за 17 на 75. И таким образом мы уже с начала года имеем значительное выпадение более 109 миллионов рублей. Бюджет на текущий год был принят со значительным дефицитом. Сейчас специалисты Минфина прогнозируют только повышение дефицита. Все это заставит корректировать всю бюджетную политику страны. Естественно, руководство страны нашей обращало на это внимание, и я хочу вам сказать, что 12 июня текущего года было издано распоряжение президента о некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы в период распространения коронавирусной инфекции, в котором были определены приоритетные направления финансирования расходов, даны конкретные поручения правительству Республики Абхазия о установлении конкретных мер по стабилизации всей бюджетной системы. В этой связи нам хотелось бы еще продолжить меры, которые сегодня уже принимаются и Министерством финансов, и финансовыми органами в районах. Это такие меры, как повышение эффективности бюджетных расходов, усиление контроля за целевым использованием средств, повышение уровня администрирования доходов. Именно вот эти меры приводят к показателям, о которых я говорил ранее. Самые большие расходы на сегодня – это расходы республиканского бюджета, в том числе и по фонду заработной платы. Например, месячный фонд оплаты труда работникам бюджетных организаций составляет 300 миллионов рублей. Это достаточно весомая цифра, которая ложится в 47, более 47% от общих расходов нашего бюджета. Ну, я оговорюсь, наверное, здесь расходы, мы соотносим такой показатель, не учитывая средства инвестиционной программы социально-экономического развития. Какая приоритизация стоит? График выплаты заработной платы на июнь месяц теми средствами, которыми мы располагаем, осуществляется в том же порядке, в котором и был прежде. То есть сегодня за счет средств непосредственно республиканского бюджета обеспечиваются расходы на обороноспособность страны, на правопорядок. Вот, и это прежде всего. На сегодняшний день мы готовимся к финансированию расходов работникам бюджетной сферы в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. Общий объем расходов, который составляет более 200 миллионов рублей.
Президент Аслан Джания подписал распоряжение о некоторых мерах по обеспечению стабильности бюджетной системы на 2020 год в период распространения COVID-19. Данное распоряжение принято в целях обеспечения стабильности бюджетной системы страны, своевременного финансирования приоритетных расходных обязательств и мероприятий особой важности. Я бы хотел предложить меры на обсуждение, естественно, коллег, правительства, по конкретной приоритизации расходов бюджета, при этом опираясь прежде всего на расходы социального характера, отдельные виды расходов перенести на более поздние сроки. Вот. В этом смысле, конечно, можно было бы готовиться к изменениям самого бюджета, или как мы иногда его называем, секвестированию. Но все-таки лучше всего оценить ситуацию до конца, вот, оценить риски, и если такая необходимость возникнет, то только в этом случае предложить нашим законодателям рассмотреть вопрос об изменении параметров бюджета. Журналистов интересовали планы правительства на налог на добавленную стоимость. Всем известно о критично настроенном предпринимательском сообществе в отношении НДС. Дело в том, что налог на добавленную стоимость – это налог на импорт. Вот. И он применяется в тех странах, где есть осмысление, что должна развиваться собственная экономика. Вот. И в этой связи налог на добавленную стоимость, именно взимаемый на границе, несет именно эту нагрузку. Именно вот это основная суть. Так, наверное, налог на добавленную стоимость нельзя отменить ввозной, не ввозной. Есть ограничения, вот предложения есть. Можно рассматривать возможности снижения ставки, что весьма может сказаться не очень положительно на бюджетной системе, это очевидные вещи. Об отмене ввозного НДС, ну я вот просто пояснить немножко хочу. Ввозной НДС и внутренний НДС, там либо отменять все надо, либо применять на границе, но ограничивать сроками уплаты. Ответил на пресс-конференции вице-премьер-министр финансов Владимир Делба и на ряд других вопросов. Элеонора Гилаян, Эдуард Аракелян, Абаза ТВ.